Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем иностранных специалистов, задержанных за участие в массовой драке в Нижнекамске. Убери телефон! Я там дрался на кафе. Извиняюсь, больше не повторится. Расскажем, как в Казани из трамвая прямо на ходу выпал мужчина. И почему водитель трамвая даже не остановился и уехал с места происшествия. А также смертельные аварии на трассах Татарстана и причина пожара в дачном доме, в результате которого погиб 40-летний мужчина. Все это прямо сейчас. Полицейские Татарстана задержали участников массовой драки, произошедшей в Нижнекамске. Видеозапись потасовки разлетелась по социальным сетям. Она и стала главным доказательством участия в ней иностранных граждан. Во многом благодаря кадрам в сети были установлены личности дерущихся. Теперь им грозит выдворение за пределы России. Убери телефон! Завтра я вас всех сняла, все. Это видео облетело все социальные сети. Участники потасовки разбежались до прибытия полицейских, но от последствий их это не спасло. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подсчитали, в потасовке принимали участие 13 нижнекамцев. Сейчас их разыскивают и задерживают. Установили личности и приезжих иностранных специалистов, участвовавших в драке. В результате рейда по месту проживания иностранцев в полицию было доставлено 33 мигранта с различными нарушениями миграционного законодательства. Установлено, что 11 из них принимали участие в групповой драке возле одного из кафе города. В отношении данных иностранцев составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Указанные лица помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц МВД России по Нижнекамскому району. Иностранцы свою вину в нарушении общественного порядка признали и полностью в содеянном раскаялись. Я там дрался на кафе. Извиняюсь, больше не повторится. Больше не повторится. Задержанных в скором времени ждет суд. Материалы для принятия решения о принудительном выдворении задержанных из страны туда уже направлены. Сирина Васильева, «Вызов 112». 54-летний, предположительно нетрезвый мужчина разбил голову, выпав из трамвая прямо на ходу. Он вывалился из вагона на остановку на перекрестке проспекта Победы и улицы Фучика. О полученных им травмах, пусть и косвенно, говорила лужа крови, оставшейся на асфальте. Трамвай просто уехал, водитель не остановился. Медиков вызвали очевидцы. Мужчине оказали первую помощь, после чего врачи решили госпитализировать пострадавшего. На место происшествия трамвай все-таки приехал. Автоинспекторы ждали его на месте ДТП. Выяснилось, что 26-летний водитель начал отъезжать от остановочной платформы, не закрыв двери и не заметил, как пассажир выпал из вагона. Теперь мужчине предстоит ответить за произошедшее. Тракторист, проводивший ремонтные работы на 861-м километре железнодорожного перегона Арск-Карса, потерял сознание, упал на насыпь и скончался. По результатам первичного осмотра признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Сейчас Следственное управление на транспорте проводит проверку в связи со смертью человека. Процессуальное решение будет принято после ее окончания. 18-летний водитель «Газели» погиб, 17-летний пассажир получил тяжелые травмы в результате аварии на 5-м километре автодороги Альметьевско-Знакаево. Как установили автоинспекторы, на Т-образном перекрестке водитель фургона не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где врезался в дерево. Автомобиль после этого загорелся, водитель от полученных травм скончался на месте, пассажира госпитализировали. 63-летний мужчина, переходя дорогу в неположенном месте, был сбит двумя автомобилями. Он пересекал проезжую часть на 14-м километре автодороги Кузайкино-Нурлат в зоне видимости пешеходного перехода. Причем самого мужчину в темное время суток на проезжей части видно не было. Обязательные световозвращающие элементы на его одежде отсутствовали. 27-летний водитель «Опеля» сбил его первым. От удара человека отбросило на встречную полосу прямо под колеса «Форда». 35-летний водитель внедорожника что-либо сделать в этой ситуации не смог. В результате от полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.
Жительница Нижнекамска лишилась нескольких десятков тысяч рублей, желая приобрести хозяйственный блок для животных. Производителя нашла на сайте бесплатных объявлений. За бытовку продавец запросил 85 тысяч рублей. Женщину сумму устроила, никаких сомнений у покупательницы в тот момент не возникло. Ей прислали договор и реквизиты для предоплаты. Медлить с переводом она не стала, свою покупку ждет до сих пор. Не доверяйте людям, лучше проверяйте раз 100. Это сейчас она знает, что с самого начала могла догадаться об обмане, но тогда не возникло никаких подозрений по ее же недосмотру. 35-летняя жительница Нижнекамска хотела приобрести хозяйственный блок для животных, по сути, небольшую бытовку. Нашли производителя, созвонились. Покупательницу устроила и стоимость 85 тысяч рублей и необходимость предоплаты. Договор отправили, сумму предоплаты. Я, не задумываясь, прочитала договор, но не до конца, честно говоря. Отправила предоплату. В день доставки мне позвонили, еще сообщили, что нужно оплатить еще логистику и за сборку. Не задумываясь, я еще оплатила и за сборку 10 тысяч. И доставки, конечно же, нет. На сегодняшний день тоже нет. Поняв, что хозблок ей так и не привезут, женщина сделала то, что должна была сделать в самом начале. Полностью прочитала договор и поняла, что могла бы не попасться на удочку мошенников. Не было юридического адреса, куда я хотела обратиться. Также не было, были допущены ошибки в тексте. Посмотрела потом ИНН через сайт в интернете. Там оказалось, что это предприятие это вообще не строительное, а развлекательное. И очень много было заведено уголовных дел на это предприятие. И также они являются уже банкротом. И потом я уже, конечно, поняла, что это мошенники. Она обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Алия Хайрудинова, вызов 112. Мужчина, погибший во время пожара в садовом товариществе в Советском районе Казани, мог сгореть в своем доме из-за непотушенной сигареты. Такие выводы сделали пожарные дознаватели. Напомним, дачная постройка вспыхнула во вторник вечером. Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных. До прибытия огнеборцев очевидцы пытались зайти в горящий дом, но не смогли, внутри бушевало пламя. Тело погибшего спасатели обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Комбайн едва не сгорел в селе Калмия в Тукаевском районе республики. Огонь вспыхнул в двигательном отсеке. Пожарных вызвал комбайнер. Самостоятельно потушить пламя он не смог. Огнеборцам потребовались 3 минуты, чтобы справиться с возгоранием на площади в 4 квадратных метра. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства. Уголовное дело возбудили в Бугульминском районе Татарстана по факту реализации алкогольной продукции с признаками фальсификации. Мужчину задержали еще в марте. Тогда полицейские зафиксировали доставку спиртосодержащей продукции жителю Бугульмы из соседнего региона. Всю партию, а это больше 3000 литров, сразу же изъяли. В гараже, кроме алкоголя, были и коробки с сигаретами без акцизных марок. Всю партию отправили на экспертизу, и вот получены ее результаты. В данной коробке что находится? Содержащий продукт. Покажите, пожалуйста. Он торговал как в розницу, так и оптом. Товар пользовался спросом. Отсутствие лицензии и документов на алкоголь покупателей не смущало. Но этим заинтересовались оперативники Управления экономической безопасности. Они документально зафиксировали факт поставки и разгрузки спиртного в частный дом бугульминца. А затем и сами нагрянули к нему с нежданным визитом. Ну, это не для продажи, это для себя. На стол, для застолья. Насладиться напитком мужчине не пришлось. Всю партию алкоголя оперативники изъяли. Но предлагал покупателям он не только спиртное. Богат был ассортимент и табачной продукции. Без акцизной марки имеется сигареты? Да. Выкладывайте, без цены. Найденные на складе деньги также приобщили к собранным материалам. Мужчина не отрицал. Они имеют прямое отношение к нелегальному товару. Деньги что здесь? Кому принадлежат? Мне. А кому они, надеемся? Ну, на покупку товара. В результате проведенных мероприятий в общей сложности изъято 3340 литров спиртосодержащей продукции и 9200 пачек немаркированной табачной продукции. Все отправили на экспертизу. И после получения ее результатов в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот этилового спирта». Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Процессуальное решение по табачной продукции он еще ждет. Рания Абдрахманова, вызов 112.
И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.